Меня слышно? Здравствуйте. Да. Да, вас тоже слышно очень хорошо. Все, начинаем. Хайрлы кеш, құрметті Целиноград ауданының тұрғындары мен қонақтары. Здравствуйте, уважаемые жители города, жители и гости Целиноградского района. Өзімді таныстыра кетсем, әкім аппаратының мемлекеттік қызметтерді көрсету талдау бөлімінің бас маманы Мұхамедянова Дильназ боламын. Өздеріңіз білетіндей, ай сайын барлық өңірлерде мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша тікелей эфир өткізіледі. Бүгін осы шараның шеңберінде тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік қызметтерді қарастыратын боламыз. Разрешите представиться, я Мухамедянова Дильназ Ериковна, являюсь главным специалистом отдела анализа представления государственных услуг Целиноградского района. Как вы знаете, каждый месяц по всем регионам у нас проходит онлайн-ярмарка по вопросам оказания государственных услуг. Сегодня в целях повышения качества государственных услуг на данной онлайн-ярмарке в прямом эфире будут рассмотрены вопросы по оказанию государственных услуг в сфере жилищной инспекции и коммунального хозяйства. Сегодня у нас в прямом эфире принимает участие ее руководителя отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства Саматов Махсаджан Мухамеджанович. Здравствуйте, Махсаджан. Здравствуйте. Перейдем к вопросу. Вкратце, давайте я сейчас скажу, осуществляя виды деятельности, чем мы занимаемся. Отдел жилищной инспекции коммунального хозяйства Целиноградского района осуществляет государственные услуги согласно реестру в соответствии с законом Республики Казахстан о государственных услугах, а также правилах, которые конкретизируют и уточняют порядок оказания государственных услуг. На сегодняшний день мы оказываем следующие государственные услуги. Это приватизация, регистрация объектов промышленной безопасности, выдача жилищных сертификатов, выдача паспортов готовности на энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период. Как говорится, значит, сведения, местоположение информации, оказание государственных услуг, вкратце мы регистрируем, выставляем у нас на официальной странице Инстаграме, мы публикуем все изменения, также мы публикуем изменения, которые касаются введенных поправок в закон Республики Казахстан о порядке оказания государственных услуг в целях обеспечения равного доступа и информирования нашего населения о самом порядке оказания этих видов услуг. Это вы сейчас перечислили все ваши услуги, да, государственные, которые вы оказываете? Так точно. Вопрос такой. Когда можно подать заявление для получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период? Ну, паспорт готовности оказания государственных услуг оказывается 1,5 месяца. Это с 15 августа по последний день, включительно сентября. Оказывается. В данный период времени необходимо будет через портал подать заявку и приложить соответствующие документы. Вкратце документы можно озвучить следующее. Это, естественно, само собой, заявление о оказании государственных услуг, потом акт готовности к предстоящему отопительному сезону, подтверждающие документы к акту готовности, вкратце поясню, это такие, как выполнение плана мероприятий, наличие запасов топлива, основного и вспомогательного, наличие запаса материалов в случае выполнения ремонтно-восстановительных работ. Также необходимо будет предоставить заключение экспертной организации о готовности к предстоящему отопительному сезону, а также необходимо предоставить свидетельство о прохождении аттестации, обучения по технике безопасности и технических норм. Руководитель должен получить и человек, который будет непосредственно осуществлять осуществление данных видов котельной. Спасибо за ответ. Следующий вопрос такой. Как подать заявление для постановки на учет опасного технического устройства? Куда за этим обращаться? Данная услуга оказывается в электронном варианте через платформу, точнее, е-лицензирование. Человек удаленно подает заявку, прикрепляет все необходимые документы к оказанию государственных услуг. Мы, в свою очередь, рассматриваем и в конце выносим соответствующее решение
в зависимости от предоставленных документов. И какие устройства можно поставить на учет? Ну, постановка на учет ставится опасное техническое устройство. Давайте немножко уточним, что является опасное техническое устройство. Опасное техническое устройство, это можно подразделить как подъемные механизмы. Это для людей с ограниченной возможностью подъемники. Это лифты, также являются подъемным механизмом. Также является опасным техническим устройством постановка это емкости газовых. Все это подается также через портал е-лицензирования на регистрацию по данному адресу. Спасибо большое. Так, теперь по приватизации. Приватизация жилищ из Государственного жилищного фонда. Каким способом заявитель может получить данную услугу? Расскажите, пожалуйста, про это. Ну, приватизация оказывается также онлайн. Заявку можно подать через платформу. Для этого он должен, во-первых, написать, естественно, заявление, как обычно, на приватизацию, предоставить справку о заключении брака, либо отсутствии брака, также подтверждающие документы членов семьи, это весь перечень, договор найма. Договор найма должен приложить для рассмотрения услуги о оказании либо отказе в приватизации жилища, выдаваемого из Государственного жилищного фонда. И такой вопрос. Какие категории граждан имеют приоритет при предоставлении государственного жилья? Например, сиротам, многодетным семьям? Ну да, приоритет, скажем так, в первую очередь, я немножко конкретизирую, точнее уточню, как говорится, есть определенная категория граждан, кому положено оказание данных услуг. Данная услуга оказывается работникам государственных учреждений, имеют право подать, работники правоохранительных органов, военные имеют право подать заявку на приватизацию, люди с инвалидностью первой, второй группы имеют право подать на приватизацию. Потом пострадавшие в результате Чернобыля, Семипалатинска, люди, которые проживали на тот период времени, имеют право подать на приватизацию жилья из Государственного жилищного фонда. И способы предоставления государственной услуги? Также? Ну, данная услуга также оказывается через онлайн, через платформу, даже Е-Казана. Через платформу в разделе заходите, выбираете подать заявку на приватизацию, прикрепляете все, как говорится, соответствующие, как ранее было указано, документы. И будет рассмотрено, и также будет в зависимости от предоставленных документов, будет предоставлен тот либо иной ответ. А какие сроки оказания государственной услуги? Ну, государственные сроки оказания услуги это фиксированные, сроки установленные. Мы же, в свою очередь, сразу хотим вначале отклониться, это где-то порядка 10 дней, но хочу сразу отклониться, но мы всегда пытаемся оказать данную услугу в кратчайшие сроки. Несмотря на установленный регламент, порядка срок это утвержденный, мы пытаемся смотреть самые кратчайшие сроки. Какие есть основания для отказа в постановке на очередь для получения жилья? Ну, сразу, вот тут я хотел бы, это самый интересный вопрос, основание постановки на жилья, потому что с этого года были внесены поправки в законодательство, и данная услуга, постановка, распределение, снятие на жилье осуществляется ОТБС-банком на сегодняшний день. Данная услуга, чтобы, если вы хотите заявить, поставить на очередность, есть два варианта, как говорится, это же опять через платформу, через на платформу вы можете подать заявку. Также вы можете подать заявку, обратившись через официальный сайт. Это Оркен ОТБС-банк КЗ. В разделе вы можете либо же подать заявку на постановку получения жилья, либо же узнать свой статус. И теперь поясняю второй вопрос, какие основания. Основания данные будут уже, насчет постановки уже будут принимать, уже оказывающие данный вид услуг,
В данном случае это будет уже Отбасыбанком. Они будут руководствоваться своими правилами, законодательством и будут уже принимать решение о одобрении либо отказе в постановке. При постановке на учет там также будут и проходить разделы, прикреплять, подтверждать. Если же у вас есть совместно члены семьи, там, естественно, будет запрашиваться их разрешение на проверку доступа к данным по Казахстану на наличие либо отсутствие жилища. По результату всего проведенной процедуры Отбасыбанк уже примет решение о одобрении либо отказе уже на постановку жилья. Так, такой вопрос. Сколько составляет минимальный размер первоначального взноса при приватизации жилища из Государственного жилищного фонда? Ну, минимальный размер устанавливается 10% от суммы договора, заключенный на приватизацию. В какой категории можно приватизировать жилье? Такой вопрос. Ну, по категории сразу, как ранее было чуть-чуть сказано, так, категории, кто имеет право приватизировать, это также хочу сказать, что приватизировать имеют право работники правоохранительных органов, работники бюджетной сферы, инвалиды первой, второй группы, жители, которые пострадали в Семипалатинске, в Чернобыле, потом жертв репрессий. Все они имеют право подать заявку на приватизацию жилья из Государственного жилищного фонда. Такой вопрос. Через сколько лет можно приватизировать жилье? В данном случае тут варьируется сразу от 5 до 20 лет. Варьируется. Теперь хочу пояснить по каждому пункту, по каждому разделу. 5 лет рассматривается, разрешается на приватизацию по результату уже фактического проживания на данной квартире тем гражданам, которые были в рамках переселения, оказаны социальные программы по переселению. 10 лет рассматривается это работникам, госслужащим, работникам бюджетной сферы, государственным работникам правоохранительных органов, чей стаж работы составляет 10 лет. А также в течение 20 лет это те граждане, которые ушли уже в отставку, чей стаж работы на момент ухода в отставку составлял 20 лет, имеют право подать заявку на приватизацию. Но отдельно хотелось бы остановить на том разделе приватизацию работников правоохранительных органов, которые ушли в отставку на пенсию. Если же у них имеются дети на попечении с инвалидностью первой, второй группы, естественно, им делается условно, скажем так, скидка на срок опыт стаж работы, им разрешается на приватизацию по результатам 10 лет перед тем, как уйти в отставку. Если у них есть на попечении люди, особенные люди с инвалидностью первой, второй группы. Ясно, Рахмет. Теперь вопросы по отоплению. Как осуществляется теплоснабжение в жилых населенных пунктах района? Ну, теплоснабжение осуществляется, естественно, централизованно либо децентрализованно. Однако перед началом отопительного сезона данная организация должна получить паспорт готовности, подтверждающий, что готова к прохождению отопительного сезона. Предоставив уже все соответствующие подтверждающие документы. И также хочу отметить, что в населенных пунктах не везде имеется централизованное отопление. И данная услуга, подчеркиваю, что хотел бы отметить, отдельно подчеркнуть, что оказывается лишь только котельных всех форм собственности и мощностей. Только они обязаны в установленном порядке подать заявку до 30 сентября включительно о готовности к вхождению в отопительный сезон. И есть ли проекты реконструкции тепловых сетей или источников тепла?
Перед вхождением в отопительный сезон одно из пунктов, естественно, как говорится, они должны подтвердить, как говорится, утвержденный план работы. Мгм. Что в течение летнего периода, подготовительного периода и начала отопительного сезона, 7 месяцев стандартного срока, как говорится, они должны подтвердить, что они готовы к принятию подачи тепла. В данном случае хотелось пояснить, в данную готовность входит ремонт основного и вспомогательного оборудования самой котельной, а также ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Имеют конкретно это тепловые сети. По результатам проведенных всех ремонтных восстановительных работ при необходимости, и только после этого при подтверждении подтверждающих документов, получении независимой экспертной организации, они уже имеют право входить в отопительный сезон. Те же юридические лица, которые имеют на своем балансе котельную, но по каким-то тем либо иным причинам не смогли получить, подать заявку на получение паспорта готовности, подлежат административной ответственности в соответствии с 301 статьей КоАПа Республики Казахстан. На них предусмотрен штраф. А кто у нас отвечает за эксплуатацию тепловых сетей? Ответственный в каждой организации имеет директор. Директор несет общую ответственность за эксплуатацию, работу самого теплоисточника и тепловых сетей. В свою очередь, хотел бы также подчеркнуть, что на каждом участке директор назначает ответственных должностей. Это тепломеханическую часть, электрочасть по сетям, которые уже отвечают за промежуток своей зоны ответственности. Общую ответственность, опять же, несет директор котельных, теплоисточников, правильно сказать. Так, теперь у нас есть вопросы, которые поступили. Первый вопрос. Могу ли я приватизировать, если у меня есть арендная задолженность, выплачиваемая при приватизации? Такой вопрос. Вопрос интересный. По сути дела, запрета на приватизацию, если имеется задолженность, нет. Однако, как говорится, при рассмотрении вопроса о приватизации вам будет необходимо получить от жилищной инспекции, то есть от нас, когда вы будете подавать справку об отсутствии задолженности. Наличие задолженности может быть основанием для отказа в одобрении на приватизацию. Теперь еще такой вопрос. Как можно посмотреть мою очередность на жилье? Вы это уже упоминали? Ну, очередность вы можете посмотреть статуса через Оркен Албасыбанк КЗ. Можете по ИНу вбить свой ИН и проверить, состоите вы на очередности или нет. Также вы можете в разделе Шаннарак зайти через ЭЦП-ключ. Это через платформу. Да, через КЗ в разделе Шаннарак пройти через ЭЦП-ключ и узнать, посмотреть, подана ли ваша заявка или нет, номер своей очередности на получение жилья из Государственного жилищного фонда. Следующий вопрос. Какие документы требуются для регистрации технически опасного устройства, работающего под давлением газемкости? Для регистрации опасного технического устройства, если смотреть по порядку, это, во-первых, это само заявление, во-вторых, это паспорт. Паспорт должен быть, хотел бы тут тоже, опять же, из моей практики немножко акцентировать, что паспорт должен быть приложен полностью. Он должен быть электронный паспорт, копия электронного паспорта должна полностью, с первого по последний лист. Нельзя, не надо ни сокращать, ни делать частичные вывески. Да, паспорт бывает он значительного объема, но по правилам вы должны, услугополучатель обязан прикрепить полностью весь паспорт готовности. Если же сосуд, который они хотят поставить на учет, уже, как говорится, со сроком эксплуатации, не новый, то должен прикрепить документ, подтверждающий безопасность дальнейшей эксплуатации данного сосуда. На этом все, у нас вопросы закончились. Спасибо вам большое, Мақсатжан, за участие, за ваши ответы. Сау болыңыздар. Келесі тікелей эфирге кездескенше.